В эфире программа «Новости», в студии Луиза Хатуева, и коротко о главных событиях дня. Нажаюртовский район может стать центром туризма. Глава региона побывал в высокогорье и оценил его природное богатство. Обновить дорожную сеть Саясан. В горном селении начаты работы по восстановлению старых и возведению новых путей и мостов. Чеченские каратисты готовятся к международному матчу. Давай, работаем! В Грозном пройдут бои по киокусинка между бойцами Академии Чигеки Ахмат и сборной Ирана. В Пятигорске представили нового полномочного представителя президента в СКФО Олега Белавинцева. В мероприятии приняли участие представители аппарата полпредства, силовых структур и главы регионов округа, в числе которых и Рамзан Кадыров. Теперь уже первый заместитель директора Федеральной службы Национальной гвардии Российской Федерации Сергей Меликов поблагодарил за плодотворное сотрудничество и пожелал удачи своему преемнику. В свою очередь Олег Белавинцев отметил, что намерен продолжать политику ведомства по укреплению российской государственности на Кавказе, социально-экономическому развитию, а также недопущению распространения идеологии сторонников ИГИЛ, запрещенной в России террористической организации, на территории округа. Напомню, что на минувшей неделе Владимир Путин своим указом назначил Олега Белавинцева полномочным представителем президента Российской Федерации в СКФО, ранее занимавший аналогичную должность в Крымском федеральном округе. Глава региона побывал в селении Саясан, где ранее из-за оползней были разрушены несколько километров дорог. Их восстановление идет активными темпами, строятся и новые мосты. Начался здесь и масштабный субботник. Саид Ахмадов продолжит. Накануне вечером Рамзан Кадыров вместе с соратниками посетил село Саясан Нажаюртовского района. Глава республики отметил, что дороги в этом населенном пункте требуют ремонта. Этот маршрут из-за частых оползней был сильно разрушен и долгое время заброшен. Теперь этот участок будет восстановлен. Предстоит проложить 8 километров дороги и возвести 2 моста. Строительство одного из них будет вестись за счет средств регионального общественного фонда имени первого президента республики. Ожидается, что работы будут завершены в течение 20 дней. Det overdøvet. Det resultaten da. زيارتي بيوت فوز سيزن هو ديك ناخبو ده إما نادو ديك نعربي زمتي جوار ده وحق دخون ده حد دعونا نية شو ما وقتها يرضى بكر حد دعونا أدنى بوتا بكل دعونا كل دعونا وشاس شراك دعونا تاشي تاي دعونا دو خاطر ديش دعونا دخا دخوبوا نيا أو كده واحد أوبوا نيا حاجة وقع شو بس مش سين دعونا شو بيجي تعوز مش يوتس هاتون دلع دعونا أمانوس استطيع أو استطيع دان أعني بيجدان أخيتشون ده أدنى جدان كتعمل شو بدك في شغل ده أنا سيسون في ما يوقع تايل دستان حاجة حبيلا في البودان غير عم قال بيلا في الخبز هذا عندنا ده أنا سيسون وين بيحكي متى كده أحكي شبيك حلو ويخلي مغيتنا وين ده ما دي أنا خزقت شيء مش ده سيسون ده هو حاجة ده أنا هو علينا خزقت ده وين يستعمل شو كده خزقت ده بيدوي Jo, دعانا بيش بولنيا تاع دياسيا بولنيا دعانا تاع خذ شكول وزمتي كش وزمتي حاجة عجيبة تعمل لا شناهن ودوبش ليش نبرس ثانية تعمل تاعش مصو أو كومبلكس نبتخد إيه وقع دعانا خير ما بيزر دوي تاع يورج أمبوش ну 23 خلي والو يدخل بكرة. В своей беседе с главой администрации населенного пункта Рамзан Кадыров отметил необходимость активизации работы по очистке села. Он подчеркнул, что от местного населения требуется помощь в приведении в порядок прилегающей территории собственных домовладений.
خدمة يزر خز ذكرنا شق تعرف شق كذا دار مغا تعديش ده شو لسان أو نيش دون دقي شو تدلو شق دون أو بكرة دي دوش ده لسان نو إيش ده دي شق ده كيك نيت تدلو شان ده Также Рамзан Кадыров отметил, что много уважаемых людей являются выходцами этого населенного пункта. Здесь находится Изъярд шейха Ташухаджи. Хотя бы уже один этот факт говорит о том, что село Саясан должно быть образцовым. Салам алейкум. Сюда кольшо. Да, да, берки вы. Да, маршал. Молодошу. Да, ма сесен тише الله غدا. وين خنات سخاشل. يا شو ناس هنا واز ونص دون سيسن دون تيشه دون. ده مو خني دون. كت واحد عطيه دين على رب دون سيل يا اخوي وين. أنا دول أشياء هاي دي دون مصو على يا أخي مصو خوخ ما على يا أخي نيم بس الله يا أخي يا وما سويت وما تعين وين دلوش تيجي وش هذي ديرو. Tak. Kijk de lustig. Als jij dan is, dan soms nog deel mooi dat. Die zijn net die spelen, gaat dat staan. Je krijgt die schillen, daar gewoon. Ook ga je berg willen wonen dan. Jij wil met die dikselerisch. Zo dat we check weer dan. We in die daar staan. We een deel dan. Mailbox dan. Boven weet maar zelf dan. Строительство одного из мостов уже началось. Проезжая часть составит 12 метров, ширина около 7. Высота объекта составит более 3 метров, что исключает образование заторов. Этот мост позволит быстрее добраться до соседних населенных пунктов, а не искать объездные пути. إلا توشت رغوديش على يجوش هذا وشلون يعني دوامش ديوريا لحن هذا حق بيعسي والي بابوش هذا إزجاج رغودير وديو بدي أنشوفها ديلي شوفها ديريز هالكلام. Ремонт дорог, ведущих к селу Саясан и к Зиярту шейха Ташухаджи, начнется в ближайшие дни. А уже со вторника здесь проходят масштабные работы по очистке от бытового мусора и благоустройству территории. На субботник вышли и местные жители. Уже совсем скоро село придет в надлежащий вид. Саид Ахмадов, Изнаур Заурбеков, Джамалаил Хаджалиев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Свыше 40 оленей выпустили на волю в Нажаюртовском районе под вид моралы. Глава Чечни в последнее время уделяет огромное внимание популяризации этих благородных животных в регионе. В одном только этом районе их выпущено около 100. Вместе с Рамзаном Кадыровым за процессом воссоединения парнокопытных с дикой природой наблюдали и гости республики. Известный фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская зафиксировали этот момент на мобильные телефоны. Объехавшие весь мир и повидавшие немало заповедников, они были удивлены красотой чеченской природы. В продолжении вечера глава Чечни вместе с гостями посидели за чашкой чая в этнографическом музее Щерабена. С Рамзаном Кадыровым гости обсудили традиции и обычаи народа, высокие понятия онах и ях, послушали песни известных чеченских исполнителей братьев Шарпуди и Резавди Исмаилова. Мы можем искренне дружить, делами это подтвердим. Ведь дружбе истина одна, друзья на то они друзья. Делить невзгоды пополам и радость общей, чтоб была. Мужская дружба, как скала, сильно прочна навек она. Нажаюртовский район готовится стать центром туризма. Здесь пройдут новые экскурсионные маршруты. Для этого высокогорье имеет огромный потенциал. Высокогорные пейзажи не оставляют равнодушным никого. В очередной раз на личном опыте в этом убедился глава региона, который после совершения утренней молитвы отправился на родину предков. Репортаж Хамзата Аюбова. Плодородные земли, красивые пейзажи, целебные воды и чистый воздух – это далеко не все, чем покоряет Нажаюртовский район. Все, кто хоть раз бывал здесь, надолго запоминают местную красоту. Один из главных ценителей чистой природы – Рамзан Кадыров. Глава Чечни – один из самых частых гостей здесь. Он уверен, что каждый клочок земли в этом благодатном краю может и должен приносить пользу. Рамзан Кадыров отмечает, природа Нажаюртовского района ничем не уступает самым знаменитым природным заповедникам и курортам Европы и даже всего мира. Густые, местами труднопроходимые леса, множество горных родников и ровные зеленые луга. Идеальная площадка для развития туризма. Богатый животный мир лесов Чечни, поэтому красоту здешних мест нужно использовать во благо жителей района и всей республики. Рамзан Кадыров ставит задачу в ближайшей перспективе максимально развить район.
عال شو دونه هو قدار مو دون ويدخو دون ادمن بيدن ده شو دون دون سمو دور شو دون متكيت وي اوف شو ساري هوني هذا نجي ولا ده ابي لغنا يورو في عبور فول بتكش هذا ساري الله دون احمل خو حوالي شي تقول يلا حوالي شو ساري الدخايت 1000 دون الدخايت بوفو ما شافي حبالين دون هو قاعد دون متكش دون متكش بالقل يا اخ دون انت ويدو على بون تشختو لوي يشتا دون بونس حويس نوي هذا متكش او دون هم سمعت راح وقع صدع متكشي دنا نشوف والله خذ فيديو شلون متكي او خذ متكي ولا اشتاع متكش بالقل يا هو عايز يدين ده كان سبس كيتش تندونه بس لازم شم دونه هو خيروا يشلون داخ صدع سمو داخ اكستريم يعني فيد وري داخ تكنيك با والسؤال هو قاعد تبع صوصي راح يسوي هو وجدون حلق هو قام يرخل شو اكل يوني هو حيا على داخل شو شوي وده شيء تمو شيء جدا يعني هي احنا قد قوتان اسمش كاتيجس داخل اولي الك داسان مش ما هو قاعد يوني حد برو دينيش برو ديني لا تردونه ادمين دونه داخل يوخ سمو مش ما دعوت ثاني دوش متكررتي بوش يرجع دوك تيشتو هنز وجدوا حبوش من ناخه هو قاعد يشت هو شو عمل كاتش شو الملك شلون ناخذ حق وجه الدار مش نشوف سيلو حنشو ميلو ريدو يوزي ناخ كل قاعدان سوغو يطلع جوقع ناخن صدع تورستيش مرشتيشي همسك يوزن خير انا انا قبوت ناخم تاول جو يعمل يلو هو كل يوك يسال وصو قبوت من بيخر بخ Леса Ножуртовского района, как и в целом по республике, богаты разными видами деревьев. В их числе немало пород, занесенных в Красную книгу. Некоторые массивы пострадали в ходе военных действий, однако, как убедился сам Рамзан Кадыров, они уже полностью восстановились. Уже в скором времени именно на этом месте появится новый туристический комплекс. Потенциал у района огромный, и его нужно использовать в полной мере, отметил глава Чечни. База отдыха будет включать практически все, от детских развлекательных зон до экстремальных видов спорта. سلام تومر دي ده سبيشاليش حلاقه يقنا هوقع وغري تولق خويلوري هوقع وغري خزنه وغري دا بايدن خويلوري هوقع ده وجي يلزد عليه ده لجاي شفريمه ده صار صورت لردو هوقع يوخ خويل قداش ده بروجكت يش ده ستيت زي ما سيدو هوقع ده بعد سمع ده هوقع حوا تصلوا اشتك ساعه راح يا وده حاج سمع ده ده حاج وانرو спортивные интересы шашки والله بالله يخضع بقول اللي صوت دون لا شو دون اخ لم نشكاو نقول اللي فوت شلتك دون از مكش فوت شلي فوت دون اخ هو دون لم نشكا هو بقول لواش انا ثانك يو نا ثانك يو ناس ديون كونا له دون اخ صدع فلون نبقي دي كولون نبقي شيء بيقعد دون صوت كاشي صوت كاشي قاعد هو هواء دون بتاتش دون. Ножаюртовский район занимает 8-е место по численности населения по республике. Здесь хорошо развита дорожная сеть, да и в целом вся инфраструктура. Площадь муниципалитета около 660 квадратных километров, на треть занята под сельскохозяйственное производство. Однако в скором будущем район будет промышлять и на туризме. Хамзат Уюбов, Джамалел Хаджалиев. Новости. Избирательная комиссия республики зарегистрировала Рамзана Кадырова кандидатом на должность главы региона. Представленные документы члены комиссии проверили на соответствие требованиям избирательного законодательства. Удостоверение кандидата передали руководителю предвыборного штаба Исмаилу Байханову. Также на заседании обсудили вопросы проведения предстоящих выборов. Мы сегодня приняли решение о регистрации кандидата на должность главы Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича. И хотелось бы ему пожелать успешной выборной кампании. Это очень важное, значимое событие, как для самой комиссии, так и, думаю, что для республики. Потому что у нас идут выборы главы Чеченской Республики. Это для нас самые важные выборы. Сегодня он официально стал кандидатом на должность главы Чеченской Республики на предстоящих выборах. В Грозном состоялось заседание Кабинета министров Чеченской Республики. На рассмотрении правительства было вынесено 11 постановлений, в основном направленные на укрепление качества услуг в различных сферах деятельности, а также ориентированные на социальную поддержку населения.
В числе прочих был рассмотрен проект об утверждении порядка предоставления грантов на развитие сельскохозяйственной кооперации в Чеченской Республике. Среди принятых есть также документ, определяющий список необходимых требований к оформлению государственной регистрации, выдаче и переоформлению лицензий на пользование недр местного значения на территории республики. И сегодня же в Грозном обсудили ситуацию на рынке труда и вопросы занятости населения. На совещании в профильном министерстве присутствовали директор департамента занятости населения Министерства труда России Михаил Кирсанов, руководители ведомств республики и представители муниципалитетов. Участники отметили необходимость снижения безработицы за счет увеличения собираемости налогов и реализации инвестиционных проектов. Это и позволит увеличить количество рабочих мест. В Урус-Мартановском районе определили самое красивое и чистое село. Это почетное звание отстояло Алхазурово. За последнее время здесь возвели несколько новых социальных объектов и торговых центров. А поддержание чистоты для местных жителей – один из главных приоритетов. Лариса Джабраилова продолжит. Звание самого чистого и благоустроенного села в Урус-Мартановском районе теперь носит Алхазурово. Первое место в районном конкурсе и денежный грант от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В честь праздника нуждающимся раздали мясо, на площади перед мечетью совершили зикр. Сельское поселение, в котором проживает более 6 тысяч человек, признано образцовым. Азыр ватар хиц утяш амбатта таела хазела коза юрт дахитна урам хилат хонар кадыров я отхалбиш асват била освещение хлебо тайтилна. С начала этого года здесь построено 4 моста. Проложено более 2 километров асфальтированной дороги и 60 километров грейдерной. Кроме того, в Алхазурово появился новый торговый центр. Отремонтированы школы, мечети, музей. Жители систематически выходят на субботники. Поддержание порядка в родном селе для них теперь приоритет. Глава администрации Келл Харавиан. Молодые ребята. Юртавек молодой. Амбиции духовцер. Цундела уж халхаболь, как хорошие организаторы. Шейнтя Адам тихадакан, харюшт малсанц анеш, некштокш, хинбал больш, тхадачуман, тхалазмяхюш, лельшборш, кана дейл рейзгой. Поздравить сельчан с победой в конкурсе приехал глава Урус-Мартановского района Валид Абдурашидов. Вместе с Кадием Аломирхановым он принял участие в церемонии открытия новой комнаты для намаза. Бухтхан пя субботник шер Урус-Мартановский районе. Так туэльчуна иштюртаса доктор туэлик билгал окруша элат судолин хумадар авазок вата божнага са активна ара бола садел qiyatamsa qaşa yurtsani khazi suban doqsa doqar sünardal sa doyl кузига камел хайкчана күгмел туячана Allah де реза хуйл. Глава администрации села подчеркивает, помощь со стороны местных жителей стала решающей для победы в конкурсе. Планов еще много. Главное из них – строительство новой мечети. Кроме того, здесь появится пекарня, кондитерская и гостиница. Будут проводить и спортивные мероприятия. Для развития новых проектов привлекают инвесторов. И руководство, и жители Алхазурова не скрывают, приложат все усилия, чтобы в следующем году подтвердить звание лучшего поселения Урус-Мартановского района. Лариса Джабраилова, Муслим Типаева и Луиза Юнусова. Новости. Продолжается прием работ от желающих участвовать в проекте «Общество Биной в истории и культуре чеченского народа». Напомню, конкурс проводится по 3 номинациям: «История Биноя», «Биной в литературе и прозе», «Биной в декоративно-прикладном искусстве и в живописи». Подать заявки может каждый вне зависимости от возраста и места проживания. Победители будут награждены дипломами и денежными поощрениями. За первое место 200 тысяч рублей, второе место 100 тысяч и обладатель третьего места получит 50 тысяч рублей. Между тем, в Министерстве по делам молодежи отмечают возросший интерес со стороны жителей не только Чеченской Республики, но и других регионов страны.
Интерес к данному конкурсу люди начали проявлять прямо со дня его утверждения. Уже поступает много работ, уже оформлено, готовых, довольно-таки интересных. Люди много звонят, интересуются, спрашивают именно в плане оформления, правильного оформления конкурсной заявки, в плане подачи, вот именно как они должны подавать, куда подавать. Вот, среди них больше вопросов бывает именно касательно номинаций. Биной в декоративно-прикладном искусстве. Интерес к данному конкурсу проявляют не только жители нашей республики, но также и представители других регионов. Работы будут приниматься до 17 часов 15 августа текущего года по адресу город Грозный, проспект Путина, дом 4, Министерство Чеченской Республики по делам молодежи, отдел организационной и контрольной работы. Отправить заявку можно также на электронный адрес binoyvesna@mail.ru. Подход ко всем трем номинациям будет, конечно, разный в соответствии с содержанием. Работа первой номинации – это четкость изложения, обусловленность, основанность научная, наличие источников, архивных источников, документальных, полевого материала. Ну и, конечно, безусловно, грамотность изложения. Вторая номинация – это Биноевское общество художественной литературы, ну, соответственно, и в поэзии. Тут, конечно, талантливость изложения, прежде всего, и раскрытие заявленного образа. Ну и третье, биной в прикладном искусстве. Тут, конечно, вот изображение, талантливое изображение того или иного эпизода, наверное, того или иного человека. В республике продолжаются рейды ГИБДД. С нарушителями инспекторы проводят профилактические беседы. Благодаря такой слаженной работе уровень ДТП в республике значительно снизился. Об этом свидетельствует статистика. О ситуации на дорогах региона в материале Мадины Ибрагимовой. В ходе очередных рейдов в Гудермесском и Шелковском районах республики сотрудники ГИБДД только за одну ночь задержали 10 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде. В рамках профилактической беседы правоохранители объяснили нарушителям, что они своим безответственным поведением подвергают опасности не только свою, но и чужую жизнь. حالات عني حالات سجيت سجيت صبيح صواقع حالو وديع سجيت شعبه دوح حيزوي وإمون ديش شو مون جوي شو ده ولا شو يغدا كاس عشان حيزلك أرجين ولا صوت جنتك بس يوجوا شو ده. Пьяных водителей лишили не только прав, но и оштрафовали на 30 тысяч рублей, а особо буйных, которые не убедили доводы полицейских, задержали на 15 суток. مصوري ونش دع يخشى تخي ممت يالي الجردانة مثل أجيش بدرش كايش و مصوري وندوش هو ري ونش كادونش بيش بابو تغنادون إز بابر وحبي إنك دون وني أحضل حل وني أردت بيش وما سنيزيتيا قالوا كشتو طوبات يعني ده الملاحة غلق نسلوشتو قالوا شتات ملا وقايا غرفتر دون غلق دعوة. Масштабные рейды также проходят и в столице республики. Несмотря на это, находятся водители, которые пренебрегают элементарными правилами дорожного движения, такими как пристегнутый ремень, перевозка детей в автомобиле, считая их незначительными. Общая статистика показывает, что число аварий и пострадавших в них людей в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2015 года значительно снизилось, что является результатом совместной работы руководства управления ГИБДД, представителей Совета безопасности, а также духовенства, которые в свою очередь регулярно проводят профилактические беседы с задержанными. Мадина Ибрагимова, Хаважи Мунаев. Новости.
Чеченские каратисты готовятся к международному матчу. Он состоится в Грозном между бойцами Академии Чигеки Ахмат и сборной Ирана. Состязания пройдут уже в конце августа, а пока чеченские бойцы активно готовятся к предстоящим боям. По словам организаторов, шоу будет запоминающимся. За подготовкой спортсменов наблюдал и Рамзан Керимов. Вот уже как 2 недели бойцы Академии Ахмат и Чигеки проводят интенсивные тренировки у озера Кизиной-Ам. По словам спортсменов, горная местность создает идеальные условия для физической подготовки, а красота этого края помогает психологически настроиться к предстоящим поединкам. Тренировка бойцов начинается ранним утром. Спортсмены совершают легкую пробежку и проводят разминку на свежем воздухе. Подготовка проходит под пристальным вниманием абсолютного чемпиона мира по ичигеки Лечи Курбанова. Давай, работаем! Следующий этап тренировок проходит на татами. Здесь бойцы отрабатывают технику ударов и выполняют упражнения на физическую подготовку и выносливость. По словам Лечи Курбанова, сборы прошли на высоком уровне, спортсмены набрали форму и готовы защищать честь республики на спортивных аренах. Успешно чакрылось больше. Дальше состояние идеально. Дикхагуш пушабеги травмированный ват. Ильяс Астамиров занимается карате уже 8 лет. За эти годы он выиграл множество турниров. Предстоящий международный матч против сборной Ирана станет настоящим испытанием, но чеченские бойцы изучили соперника и настроены только на победу, отмечает спортсмен. Тренировка яш. Каждый день дик форме. Хорон шеше соперник. Давелутон. Сюэцвег, Забухтал, Болгария, чемпионат Европы, как раз Хавеся, Лехтхила Ольшу, больше подала, Болбяш тут, Туламбах, Дагадухтон. Встречу против сборной Ирана бойцы Академии Чигеки Ахмат проведут в конце августа в Грозном в спорткомплексе «Олимпийск». Событие станет настоящим спортивным праздником для любителей единоборств. На мероприятие приедут официальные лица из Ирана и других стран, а также болельщики из разных уголков страны. Рамзан Керимов, Булат Баканаев и Луиза Юнусова. Новости. В Грозном состоялось первенство СКФО по дзюдо среди юниоров. Турнир прошел в спорткомплексе «Олимпийск». Сюда съехалось около 300 участников со всех уголков Северного Кавказа. Они оспаривали право на участие в первенстве России. Итоги состязания в материале Юсупа Каимова. Увейс Хаджимурадов выходит на татами каждый раз с уверенностью в победе. Иначе и быть не может, считает спортсмен. Тому способствуют долгие месяцы тренировок и грамотные наставления тренера. В столицу республики съехались спортсмены со всего Северного Кавказа. Победа в турнире даст каждому из них право на участие в первенстве России. 9 весовых категорий для юношей и 8 для девушек. Призовые места будут оспаривать 250 атлетов. Мы провели первенство Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юношей 2000 и 2002 года. Он же являлся отборочным турниром на первенство России, который пройдет в начале октября в городе Оренбург. Особого внимания и уважения заслуживают девушки, которые наравне с ребятами отстаивают честь своих республик. Команда из Дагестана показала отличные результаты. В Чечне я впервые, а на таких соревнованиях я участвую уже давно. В Чечне я первый раз, но боролась несколько раз на СКФО. По результатам турнира в копилке чеченских дзюдоистов 4 первых места и 5 бронзовых медалей. Победители в октябре ждут в Оренбурге уже на первенстве страны. По словам организаторов, число заявок на участие в этом турнире увеличивается с каждым годом. Юсуп Каимов, Муслим Типаев. Новости. В
В аэропорту Грозного в торжественной обстановке встретили Тамерлана Аюбова. Боец отстаивал честь нашей страны на первенстве Европы по боксу среди юниоров в Хорватии и стал лучшим в весовой категории до 44,5 килограмм. Это уже второй воспитанник боксерского клуба «Ахмат», ставший чемпионом Европы в этом году. Встречать юного бойца приехали Рамзан Байсаров, 30 июля этого года в Сочи, завоевавший титул Евразии по версии WBC, и Аптиус Тарханов, обладатель пояса чемпиона Европы по версии WBO. С 24 по 1 в Хорватии проходилось первенство Европы. И вот, как мы знаем, все у нас воспитанные клубы из Ахмат, Тамерлан стал первым. У нас уже два чемпионов Европы. У нас вот тоже вот недавно стал по молодежи один уже чемпион Европы, и сейчас второй. Такой результат, как я помню, уже давно у нас не было. Это очень хороший результат. Дальше мы будем готовиться, нас ждет мир. Думаю, наши спортсмены покажут хороший результат. А на этом все. Спасибо, что были с нами.